После 12 лет заключения и дальнейшего оправдания Гаагским трибуналом вы очень активно включились в политическую жизнь, набрали больше 20 мандатов в парламенте. Как вам удается не утратить интерес к политике через столько лет заключения? Где вы вообще берете силы? Откуда они у вас? После 12 godina zatvora u Haškom tribunalu vi ste dobili u Skupštini 22 mandata. Da, no, 20, больше 20. Više od 20 mandata. Odakle ste uzimate snage, kako niste izgubili interes u odnosu na politiku? Snagu crpim iz mojih ideala, iz moje ideologije. Silu čerpaju iz mojih ideala, iz mojih ideologije. Ja bi bio veoma tužan da me nisu optužili pred Haškim tribunalom. Мне было очень жаль, если бы меня не обвинили в Гаагском трибунале. Mnoge znamenite Srbe iz 90. godine su optužili, nevine. Многих знаменитых сербов 90-х годов обвинили. Da mene nisu optužili, ja bi imao osjećaj da nisam bio niko i ništa tih 90. godina. Если бы меня не обвинили, у меня было бы чувство, что я никто и ничто в 90-е годы, ничего не сделал. Ja sam otišao u Hag da pobedim. Я прибыл в Гаагу для того, чтобы победить. I pobedio sam. И победил. I pred očima celog sveta sam pobedio. И перед глазами всего мира победил. To je za mene ogromna satisfakcija. Для меня это большое удовлетворение. Čim sam se vratio u otadžbinu, počeo sam da se bavim svojim uobičajenim poslovima. Как только возвратился на родину, начал заниматься своими обычными делами. U mom odsustvu Srpska radikalna stranka je bila pod teškim udarima. В мое отсутствие сербская радикальная партия была под серьезными ударами. Imali smo pokušaj puča, preotimanja stranke. Была попытка путча против партии. Nisu uspjeli da nam otmu stranku. Не смогли отнять у нас нашу партию. Naši otpadnici su formirali novu partiju. Наши разбойники сформировали свою партию. Imali su podršku i režima u Beogradu У них была поддержка режима в Белграде, i zapadnih diplomatskih krugova западных дипломатских i tajkuna. и олигархов. Imali su mnogo novca У них было достаточно много денег i uspjeli su da nam preotmu veliki deo biračkog tela. и смогли отнять у нас большую часть избирателей. U našoj stranci je nastala izvesna kriza rukovođenja. В нашей партии создался кризис руководства, Kriza organizovanja дезорганизация. i to je razlog što smo 2012. izgubili parlamentarni status. Поэтому в 2012 году мы потеряли парламентарный статус. Prošle godine smo povratili parlamentarni status В прошлом году мы его вернули, i od tada je naša stranka sve jača i jača. и с тех пор наша партия все сильнее и сильнее. Международный трибунал вынес вам оправдательный приговор, Радовану Караджичу обвинительный. По мнению главы Комитета Совета Федерации России Константина по международным делам Константина Косачева, за этим стоит политический расчет. Караджич представляет республику сербскую в составе Боснии и Герцеговины, а вы, получается, Сербию. И здесь Косачев думает, что сказывается разница отношений Запада. Сербию стараются интегрировать в евроатлантические структуры, и поэтому не хотят давать поводы для противников евроинтеграции. А Республика Сербская по-прежнему объект жесткого западного прессинга. Вы согласны с такой трактовкой Косачева? Вас оправдали у Хагу, а Караджича su optužili. Po mišljenju Mene su oslobodili, njega su sudili. jeste. Po mišljenju главы odbora Совета Федерации Rusije za međunarodne poslove Konstantina Kosacheva, za ovim postoje politički razračun. Znači, kao Karadžić predstavlja Republiku Srpsku, vi predstavljate Srbiju. I zbog toga što pokušavaju da integrišu Srbiju u EU, neće da daju razlog za vaše mišljenje prema EU. Ja mislim da je to proizvoljna procena. Oni думaju što je ta proizvoljna ocena.
Problem Haškog tribunala je bio što ja nisam bio državnik Srbije u vreme kad su mi, iz koga potiču pripisani zločini. Когда судили, он не был государственником в Сербии, поэтому сложилась такая ситуация. Ja sam bio opozicioni političar tada. Он оппозиционный. I nisu mogli da mi nađu nijednu direktnu vezu sa zločinom. Не могли найти никакой прямой связи с преступлением. A Karadžić je nevin osuđen, naravno, međutim njemu su pripisali takozvanu komandnu odgovornost. Караджич осужден невинно, без причины, и у него коллективное осуждение, коллективная вина меняется. Ima tu još razloga. Есть еще причины. Karadžić nije imao adekvatnu odbranu. У Караджича не было адекватной защиты. Bio je suviše konstruktivan u sudnici. Он был слишком конструктивен в зале суда. Sa previše uvažavanja se odnosio prema sudijama i tužiocima. Слишком уважительно относился к судьям и обвинителям. A ja sam prosto razarao sve pred sobom. Владислав просто Držao sam nekoliko predavanja studentima pravnog fakulteta kad sam se vratio. он читал лекции студентам юридического факультета, когда вернулся. I rekao sam da sam izmislio 3 nova metoda И сказал, что придумал 3 новых метода primjene prava. юридического. Jedan je metod prkos, Один метод вопреки, drugi je metod inat второй метод назло i treći je metod bezobrazluk. и третий метод безобразие. Ja sam se od prvog dana postavio da im stavim do znanja da me ne interesuje moja lična sudbina. С первого дня я объяснил им, что меня не интересует моя личность. I punih 12 godina ja sam im pravio samo probleme. И все 12 лет я им создавал проблемы. Mene su izbacili iz Haškog tribunala. Его просто выгнали из ситуации. Ima još jedna važna stvar. Есть еще одна важная вещь. Kod mene se u sudskom veću našao jedan korektan sudija. В судебном собрании к нему пришел один Jedan francuski sudija. Francuski sudija. Jean-Claude Antonetti. Жан-Клод Антонович. I odnos snaga u mom sudskom veću je uvijek bio 2:1 protiv mene. И всегда в отношении него было 2 к 1. A ja sam uspeo da izbacim jednog sudiju koji je protiv mene, Он смог освободиться от одного судьи, который был против него. danskog sudiju Harhofa kao pristrasnog. Датского судья очень пристрастного судья. Došao je sudija iz Senegala koji je također bio prilično objektivan. Прибыл судья из Сенегала, который был достаточно объективен. Ali mislim da je najvažnija stvar, oni su grešku napravili što su me ostavili 5 godina da čekam početak procesa. Очень важная вещь, что они оставили его в ожидании 5 лет ожидания для продолжения гражданского процесса. Ja nisam dan gubio. Он не терял ни одного. Ja sam svaki dan učio anglosaksonsko pravo. Каждый день учил англосаксонское право. Anglosaksonsku pravnu proceduru sam ja znao bolje od svih sudija, tužilaca i advokata. Юридическую процедуру знал лучше всех судей, адвокатов и обвинителей. I ja sam pre svega Haški tribunal pobedio na proceduralnim pitanjima. Он в основном победил Гаагский трибунал процессуальных вопросов. A dokazao sam da su sve konkretne optužbe protiv mene lažne Доказал, что все обвинения против него ложные, i dokumenti falsifikovani. документы фальсифицированы. Ja sam u borbu krenuo beskompromisno. Он пошел в борьбу без компромисса. A greška je naših ljudi što obično tamo, pošto su ubeđeni da nisu krivi, Ошибка наших людей, которые были там, были убеждены, что они не виноваты. sve računaju neko će se smilovati i reći pa ne možemo nevine ljude i tako dalje. Рассчитывают на милость со стороны
Međunarodni Gagski tribunal. Nema od tog ništa. Zato ništa ne Pred Hitlerovim sudom Перед судом от Гитлера Georgi Dimitrov se odbranio zato što je bio odlučan i drzak. Георгий Dimitrov. Димитров защитился, потому что был решителен и дерзкий. Da se uplašio suda, bio bi osuđen i streljan. Если бы испугался суда, то бы обвинен и расстрелян. Понятно, здрасте. Если можно вернуться обратно сейчас в Сербию, как складываются сейчас отношения Сербии и непризнанной Республикой Сербской? Pa odnosi su sada relativno dobri. Относительно хорошие отношения. Mi srpski radikali smatramo da bi mogli biti još mnogo bolji. Мы, сербские радикалы, считаем, что мы могли бы быть еще лучше отношения. Ali problem je u tome što rukovodstvo Republike Srpske ulazi direktno u konflikt sa zapadnim silama Проблема в том, что руководство Республики Сербской вошло в прямой конфликт с западными силами. i pri tome se naslanja na Rusiju. И при этом опирается на Россию. A režim u Srbiji još igra igru. А режим Сербии еще играет игру в свою. Hoće u Europsku uniju, a hoće prijateljstvo sa Rusijom. Хочет дружить с Rusией и хочет Евросоюз. Sedi na dve stolice, Сидит на двух стульях. a to ne može dugo. Это не может долго продолжаться. Да, вообще, как сейчас живут сегодня сербы в постюгославских республиках и насколько там стоит остро сербский вопрос вот, в новых балканских государствах? Kako sada žive Srbi u bivšim Jugoslavskim republikama? Kako oštro stoje pitanja sada? Veoma teško žive. Очень тяжело žive. Hrvati su proterali sve Srbe sa prostora zapadne Republike Srpske krajine, Hrvati prognali всех сербов с территории западной a civile koji nisu izbegli, starce, žene i decu su pobili. а гражданских, которые не побежали, не убежали, старики, дети, женщины, всех убили. I Srbi u Hrvatskoj imaju prava samo na papiru. Сербы в Хорватии имеют права только на бумаге. U suštini nemaju nikakva prava. Progonjeni По su. сути, нет никаких прав. Veoma je teško Srbima u Federaciji Bosne i Hercegovine. Очень tяжело сербам после Герцеговины, U Federaciji Bosne i Hercegovine. U Muslimansko-Hrvatskoj federaciji. мусульманской Хорватской Федерации. Srbima je veoma teško u Crnoj Gori. Очень тяжело в Черногории. Tamo živi 30% deklarisanih Srba, Там живут 30% задекларированных сербов, a 40% deklarisanih Crnogoraca. а 40% декларированных черногорцев, 30% su razne manjine, а 30% меньшинств, uključujući Albance. включая албанцев. A ti koji su se deklarisali kao Crnogorci to rade na silu. А те, которые объявили себя черногорцами, это было насильно. Bili su prisiljavani i u Titovo komunističko vreme da se tako izjašnjavaju. И их заставили во время Тита так себе представлять. Onaj ko otvoreno kaže da je Srbin, automatski izgubi posao u državnoj upravi, Кто открыто говорит, что он серб, потеряет работу в государственной структуре. u Crnoj Gori gotovo da ekonomije i nema В Черногории почти нет экономики. i od ovih 40% koji se izjašnjavaju kao Crnogorci, kad padne Milo Đukanović, neće ih ostati ni 5%. Те, которые сейчас объявляют себя черногорцами, когда пойдет режим Мила Джукановича, их останется 5%. Milo Đukanović pokušava da poništi srpsku nacionalnost Crne Gore, Джуканович пытается уничтожить сербскую национальность в Черногории, kompletnu istoriju, полностью историю сербскую. jer srpski narod je, zahvaljujući Crnogorcima, sačuvao svoju nacionalnu svest kroz vekove turskog ropstva. Сербы, благодаря черногорцам, сохранили свое национальное самосознание во время турок. To je uvek bio nacionalno najsvesniji deo srpskog naroda. Это всегда был наиболее сознательная часть сербского народа. Ali, nažalost, oni su četvrt veka pod mafijaškom diktaturom. К сожалению, они уже четверть века под диктатурой мафии. To je danas jedini
čisto mafijaški režim u Europi. Это сегодня единственный чисто мафиозный режим в Европе. Srbi su ugroženi i u Makedoniji. Сербы в опасности в Македонии. Stari srpski kulturni spomenici i groblja oslobodilaca se uništavaju, devastiraju. Древние культурные памятники и памятники освободителям уничтожаются, демонтируются. A progoni se i Ohridska arhijepiskopija Srpske pravoslavne crkve. Также в изгнании Охридская епископия Сербской православной церкви. Arhijepiskop Jovan je nekoliko puta bio hapšen i zatvaran. Архиепископ Иоанн был несколько раз арестован. To je sačunato u cilju denacionalizacije Srba koji žive u Makedoniji. Это делается для денационализации сербов, которые живут в Македонии. Na Kosovu i Metohiji znate koliko su Srbi progonjeni. Kosovo и Мetohija, Tamo je najteže. там тяжелее всего. Уже на протяжении 100 лет вот, Балканы остаются очагом напряженности, постоянно, уже столетия это происходит. Как вы думаете, почему именно Балканы остаются вот самой горячей точкой Европы? Почему так происходит? U toku veka Balkana je vruća tačka u Europi. Zašto vi mislite Balkane još uvijek ostaje ta vruća tačka? Pa Balkan su u 19. veku smatrali buretom baruta. Balkane считали в 19 веке тяжелым местом. Kad su se Srbi bunili protiv Turaka, Evropa je bila na turskoj strani. Когда сербы восставали против турок, Европа была на стороне турок. Samo je Rusija bila u Srbe. Только Россия была в Сербии. Zahvaljujući Rusiji, Srbija se oslobodila. Благодаря России Сербия освободилась. Rusija je direktno oslobodila Bugarsku. Россия напрямую освободила Болгарию. Bugarima nisu trebali ustanci kao nama Srbima. Болгарам не нужны были восстания, как сербам. Njih je neposredno ruska vojska oslobodila. Их непосредственно освободила русская I Rumunija oslobodila ruska vojska. и Румыния освободила. Ali onda zapadna Evropa pokušala da potisne ruski uticaj. Западная Европа пыталась оттеснить русское влияние. I režimi balkanskih zemalja su povremeno padali pod uticaj evropskih sila. И режимы балканских государств время от времени подпадали под влияние европейских режимов. U jednom trenutku i režim Obrenovića u Beogradu bio je pod uticajem Austrije. Некоторое время и режим Обреновича был под влиянием австрийской власти. Čim je Bugarska oslobođena, tamo je došao Nemac za kneza, posle za cara. Как только Болгария была освобождена, там пришел к власти немец. Iz dinastije Saks-Coburg i Gotha. Да, я понял. Saks-Coburg i Gotha. I zato je Bugarska vodila progermansku politiku. Поэтому Болгария проводила прогерманскую политику. To nije bila volja bugarskog naroda, Это не было воли болгарского народа, nego bugarske državne vlasti. болгарской государственной власти. Nemac je došao iza kralja Grčke. Немец пришел после короля Греции. I zato Grčka u Prvom svjetskom ratu nije direktno stupila u Savez Antante. Поэтому Греция напрямую не вступила в Антанту. Ali morala je da pristane da trupe Antante budu iskrcane u Solunu i da se otvori Solunski front. Но вынуждены были открываться Солунский фронт. I danas je Balkan bude baruta. И сейчас Балканы будут проблематичными. Titov komunistički režim je izmislio 3 nove nacije, Коммунистический режим выдумал 3 новые нации, izdvajajući ih iz srpskog naroda. отделяя их от сербского народа. To su makedonska, crnogorska Черногорская нация. i na kraju muslimanska. Muslimani su Srbi čiji su preci pod turskim ropstvom primili islam. Мусульмане, сербы, которые Oni i danas govore srpskim jezikom. сейчас говорят, Oni su isto što i mi, samo muslimani. они такие же, как мы, только мусульмане. A današnja hrvatska nacija А сегодняшняя хорватская нация najvećim delom se sastoji od Srba katolika. в основном состоит из
Hrvati su se 1850. odrekli svoga jezika Hrvate 1857 году отказались от своего языка. i prihvatili srpski kao književni jezik, Взяли сербский как литературный язык. da bi lakše progutali oko milion Srba katolika u svoj nacionalni korpus. Да, присвоить сербов-католиков свой национальный корпус. Albanski faktor je također veoma opasan. Албанский фактор также очень опасен. Uoči Prvog svjetskog rata albanska nacija nije ni postojala. Накануне Первой мировой войны албанской нации вообще не было. Tu je bilo nekoliko plemena, Было несколько племен, od kojih su neka bila islamska, neka pravoslavna, neka katolička. которые были, Govorili su sličnim jezikom, говорили, nisu imali književni jezik, не было литературного, a onda su im to sve zapadne sile stvorile. а после Запада им все это стало. I Albanija je stvorila na staroj srpskoj zemlji. И Албания создана на Sve do Drača je teritorija prvobitne srpske države. до Драча, это вся территория. I mnogo Srba je tamo asimilovano. И много сербов там ассимилировано. U turskom ropstvu prvo su prevođeni u islam, Во время турецкого ига были переведены на ислам, a posle su im nametana albanska imena а после им навязали албанские имена i jezik. и язык. Хотел вернуться к Черногории. Еще не секрет, что власти Черногории всеми силами пытаются отдалить страну от России. И вот недавно в последнем перевороте государство там пытались, даже нашли какой-то русский след. Зачем это все делается? Не будет ли Сербия следующей страной, если такое там происходит? Da. Crna Gora je pod mafijaškim režimom. Черногория под мафиозным режимом. Taj mafijaški režim se dodvorava zapadu jer ga zapad ima u šakama. Этот мафиозный режим в интересах Запада, потому что Запад Milo Đukanović se boji kad izgubi vlast da će otići u zatvor ili da će biti ubijen. Джуканович боится, если не будет при власти, то уйдет или в тюрьму, I zato ispunjava sve želje zapada. и поэтому выполняет все пожелания Запада. On je poreklom iz jedne proruske porodice. Он по происхождению из некой русской семьи, Iz čisto srpske porodice. из чисто сербской семьи. Ali kriminalac ne zna ni za naciju, ni za ideologiju. Volja je građana Crne Gore u ogromnoj većini da se ponovo nađe u istoj državi sa ostatkom Srba i od svih Srba kroz istoriju crnogorski Srbi su bili najveći rusofili. Воля черногорского народа объединиться снова с сербами, и черногорцы были наибольшим I sad kad Rusi dođu u Crnu Goru, oni osjete ljubav naroda prema sebi. Когда русские приезжают в Черногорию, они ощущают любовь черногорцев. Ali nailaze i na organizovane provokacije od strane kriminalaca. Но и попадают под провокации со стороны преступного мира. Да, конечно. Я сам был в Черногории. Я всем говорю, привет, сербы, всем привет. Даже когда он сербы. Про Федерику Могерини, которая недавно выступала в Скупщине. Я видел это видео. Руссия, Сербия, не треба нам уния. Прекрасно. Она сказала, что Сербия может получить членство в сообществе ЕС вместо Великобритании. И подчеркнула, что она видит Сербию как страну ЕС. Она сказала, что без Сербии Евросоюз не будет полным. Каковы в реальности шансы Сербии вступить в Евросоюз и как к этому относятся простые сербы к вступлению в Евросоюз? Ja sam ubeđen da Srbija nikad neće postati članica Europske unije. Я убежден, что Сербия никогда не будет членом Европейского I Союза. naša partija se tome apsolutno suprotstavlja. Наша партия абсолютно сопротивляется. Mi želimo integraciju sa Rusijom Мы хотим интеграцию с Россией. i carinsku uniju i vojni savez. Što čvršću integraciju. Želimo čak i zajedničku vojsku da imamo. Мы хотели бы иметь общую армию. Pod jednu komandu, iste uniforme,
samo naši vojnici, oficiri na levom rukavu da imaju grb Srbije, zastavu i natpis Republika Srbija. Одна униформа, только сербские офицеры на левом плече. To je za nas pitanje opstanka. Это для нас вопрос. Mi želimo ruske baze u Srbiji, Мы хотим jer smo ugroženi opet sa svih strana. Amerikanci do zuba naoružavaju Hrvate. американцы, Albanci spremaju svoju vojsku na Kosovu. албанцы, U Makedoniji samo što nije izbio građanski rat. Македонии едва не было гражданской войны. A prozapadni režim za 12 godina je devastirao našu vojsku. А прозападный режим практически уничтожил. U vreme bombardovanja mi smo imali moćnu vojsku. Во время бомбардирования была мощная армия. Nismo imali modernu protivvazdušnu odbranu. Была современная противовоздушная оборона. Nije bila. Nije bila savremena. Не было современной. Međutim, imali smo kopnene trupe tako snažne da Zapad nije smeo da interveniše kopnenom vojskom. Но сухопутные войска были достаточно сильные, и Запад не осмелился вводить свои войска. Sad je to sve u lošem stanju. Сейчас это очень плохом состоянии. Приход к власти Дональда Трампа в США как-то влияет на политику на Балканах? Naša stranka je podržala i sve snage Trumpa. Наша партия поддержала Трампа. Kad je bivši potpredsjednik Biden bio u Beogradu, Когда бывший госсекретарь Байден был в Белграде, mi smo organizovali masovne demonstracije pred predsjedništvom Srbije. мы организовали массовые демонстрации перед парламентом Сербии. I skoro svi smo nosili majice sa Trumpovim likom. И почти все у нас были футболки с лицом Трампа. Ja sam lično doprineo Trumpovoj pobjedi. И я лично сделал вклад в победу Трампа. U Americi živi mnogo Srba, emigranata. В Америке живет много сербов-иммигрантов. Ja sam s njima imao vrlo čvrste odnose. У меня хорошие отношения с ними. Kad sam bio antikomunistički disident 80. godina, Когда был антикоммунистическим диссидентом в 80-е годы, ja sam njih posjećivao, držao predavanje i tako dalje. я их посещал, приезжал к ним и читал лекции и так далее. I ovog puta sam izdao proglas da svi Srbi koji žive u Americi glasaju za Trumpa. И теперь сделал лозунг, чтобы все сербы, которые живут в Америке, голосовали за Трампа. I zahvaljujući srpskim glasovima, Благодаря сербским голосам Trump je pobedio u državi Wisconsin, Indiana, Michigan, Ohio i mislim New York. Tu su najveće koncentracije Srba. наибольшая концентрация регионов Сербии. A ranije su ti Srbi glasali za demokrate, uglavnom. Раньше эти сербы-демократы. I prve procene su bile da tamo Clintonova dobija. И первые оценки были, что там Клинтон победит. Ja ne znam kakav će biti Trump. Я не знаю, какой будет Трамп. Ostaje da vidimo. Посмотрим. Ali je važno bilo da se ona Clintonova otera Важно было, na smetlište istorije. A Trump je davao ohrabrujuće izjave Трамп давал смелые o saradnji sa Rusijom. о сотрудничестве с Россией. I mi očekujemo da vidimo da li će on održati ta obećanja. И мы ожидаем, что он сдержит свои обещания. Теперь к Македонии. Там были волнения после парламентских выборов, и эти волнения грозят расколоть страну и может способствовать появлению нового государства Великая Албания. Будет ли такой исход событий означать, что Косово потеряно для Сербии навсегда? Mi Kosovo možemo vratiti samo uz rusku pomoć. Косово можно вернуть только с помощью России. Drugog načina nema. Другого способа нет. A što se Makedonije tiče, Что касается Македонии, čim je predsjednik vlade Nikola Zajev napravio zaokret prema Rusiji, как только Никола Заев повернулся к России, on je izazvao mržnju zapadnih zemalja он вызвал враждебность западных государств i krenuli su da ga ruše. и пытаются его бросить. Silne milione su potrebili za propagandu i subverzivne delatnosti. Используют большие средства для пропаганды, для того, чтобы все I dosta naroda je bilo zavedeno da glasa protiv njega. много народа ввели в заблуждение, чтобы голосовали. Međutim, kad je Zajev
sklopio sporazum sa albanskim partijama, Тем не менее, когда Заев заключил соглашение с албанскими партиями, koji vodi podeli Makedonije u krajnjem ishodu, koje, koji vodi podeli Makedonije ага, u krajnjem ishodu. которые хотят разделить Македонию. Narod se uznemirio, predomislio Народ передумал i sad demonstrira u prilog Zajevu. и сейчас на стороне Заева. Čvrsto se drži predsjednik Ivanov, koji ne daje mandat za sastav vlade Zajevu zbog njegovog sporazuma sa Albancima. Крепко держится президент Ivanov. президент Иванов, который не дает мандат. I mislim da bi za Makedoniju najbolje bilo da ide na nove parlamentarne izbore. В Македонии было бы лучше, чтобы организовали новые парламентарные. Mislim da bi sada Zajev bio mnogo jači. Сейчас Заев был бы немного сильнее. Kad su Bugari izdali i odrekli se Južnog toka, Когда болгары предали и отказались от Южного тока, a Rusi počeli da se sporazumevaju sa Turcima, русские начали договариваться с турками. Nikola je bio zainteresovan za novi Južni tok preko Grčke i Makedonije prema Srbiji. Nikola Gruevski. Да, я понял. Да, был заинтересован через Турцию, Грецию и Македонию. Jer to je naljutilo Zapad. И это разделило Запад. A Makedonija je do sad bila pod zapadnim protektoratom, kolonija. Македония до сих пор была под западным протекторатом. Do sad su svi makedonski režimi slepo izvršavali naloge Zapada. До сих пор все македонские режимы выполняли указания Запада. I to ih je sad dovelo na ivicu opstanka kao države. И сейчас их привело вопрос о их существовании возникло, что Президент Республики Сербской Милорад Додик, он как-то раз заявил, что Запад не признал результаты референдума в Крыму, но при этом он считается с волей политической элиты в Косово, где референдума даже не было, вы знаете. Можно ли сравнивать события в Крыму и в Косово? Ne. Krim je stara ruska teritorija. Otkad je oslobođen od Turaka, on je stalno pod ruskom vlašću. A Kosovo je stara srpska teritorija. Znači, Krim su oteli Rusima u vreme komunizma. Odlukom Politbiroa Centralnog komiteta iz 1954. godine. Hruščov je to hteo da učini svojim sunarodnicima. A Kosovo je oteto Srbima pod Titovom diktaturom. Tito je zabranio posle Drugog svjetskog rata da se prognani Srbi vrate na Kosovo, a dozvolio je masovni ulazak Albanaca iz Albanije na Kosovo. I podsticao ubrzanu promenu etničke slike stanovništva. Znači, kao što je Krim ruski, tako je Kosovo srpsko. A mi nećemo dozvoliti da ta veštačka promjena strukture stanovništva bude argument za otimanje Kosova od Srbije. Я понял. Останемся на Косово. Их президент Хашим Тачи заявил, что Сербия готовит для Косово украинский сценарий, что там уже есть российские военные, переодетые в Косово. А сербский лидер Николич после того, как остановили поезд, который шел из Белграда на север Косово, он обвинил косовских албанцев в провоцировании войны. Насколько велика опасность перейти от взаимных обвинений к вооруженному противостоянию? Nikolić je napravio veoma loš potez. Николич создал очень тяжелый прецедент. On je hteo da bude oružani incident i krvoproliće da bi se povećale njegove šanse da ostane na predsjedničkoj funkciji. Он хотел, чтобы был вооруженный конфликт, To je Vučić sprečio čim je saznao. чтобы поднять свой рейтинг. Николич хотел, а Vučić остановил это, когда Nama u tom trenutku nije odgovarao taj incident i krvoproliće. в том момент нам не нужно было ни инцидента, ни кровопролития. Понятно.
После встречи с Федерикой Могерини Вучич заявил, что когда речь идет о ситуации в регионе, Сербия ощущает, что по отношению к ней применяются двойные стандарты. Насколько Вучич, как вы думаете, готов противостоять такой вот политике ЕС и до конца отстаивать интересы Сербии и других сербов на территории бывшей Югославии? Mi cenimo to što je Vučić odbio da zavede sankcije Rusiji. Мы очень ценим, что Вучич не ввел санкции России I što se verbalno zalaže za prijateljstvo sa Rusijom. и что старается поддерживать дружеские Ali mi smatramo da to nije dovoljno. Но мы считаем этого недостаточно. Mi smatramo da treba odustati od Europske unije i integrisati se sa Rusijom. Мы считаем, что нужно отказаться от Евросоюза и с Россией интегрироваться. Mi osuđujemo Vučićevu izjavu da je Krim sastavni deo Ukrajine. Мы осуждаем заявление Вучича, что Крым часть Украины. A što se tiče zaštite Srba, njegova politika nije bila efikasna. Что касается защиты сербов, его политика не была эффективной. On je sa 2 paketa briselskih sporazuma otežao položaj Srba na Kosovu. Он с двумя пакетами Европейского Союза отяготил положение сербов на Косово. On je zapostavio interese srpskog naroda u Makedoniji. Он не защищает интересы сербов в Македонии, Zapostavio interese srpskog naroda u Crnoj Gori. в Черногории. То есть, I on se praktično odrekao Republike Srpske krajine, koja je pod hrvatskom okupacijom. да, он практически не поддерживает. On jedino što do sada insistira, to je očuvanje Republike Srpske. То, что он, на чем он ставит, это сохранение Республики Српской. А станет ли появление в Pa, ja mislim da postoji samo jedna iskreno antizapadna i proruska partija, da je to Srpska radikalna stranka. A što se Dveri tiče i DSS-a, oni su u Narodnu skupštinu ušli, a da nisu ispunili izborni cenzus. U izbornoj noći lično je američki ambasador Scott intervenisao da njihova koalicija veštački uđe u skupštinu. Значит, двери и ДСС, они ценз не перешли, необходимы. И в ночь перед объявлением результатов американский посол Скотт сделал так искусственно, чтобы они вошли в парламент. Ja im za to ništa ne verujem. Поэтому не понятно. A što se tiče Vučićeve stranke, Касается партии Вучича, СНС, ona ima konglomerat celi ideologija. у нее целый конгломерат идеологий. Kod njih je još mnogo patriota У них достаточно много патриотов, koji su oteti od nas, которые были с партии, koji bi se jednog dana mogli vratiti nama. которые могли бы вернуться снова с партией. Ali on je pokupio i prozapadno biračko telo. Он также и присвоил прозападное избирательную часть избирателей. On je obesmislio postojanje prozapadnih partija jer je prihvatio njihovu ideologiju Europske unije. Он принял европскую идеологию Европейского Союза. Вы выдвинули свою кандидатуру на президентские выборы. За счет чего вы собираетесь прийти первым? Потому что в выборах всегда все хотят стать первым. Здесь нет такого просто участия. За счет чего? Šta? За račun čega vi hoćete da pokušavate da pobedite u ovim izborima? Pa smatram da bi trebalo da Vučićeva vlast ima neku kontrolu. За račun čega? Na koji način? Kako hoćete da pobedite? Pa kako da pobedim? Glasanjem naroda. Да, понятно, да, хорошо, отлично. Pa da. Отлично. Ali ja mislim da Vučićeva vlast mora imati neku kontrolu. Вячеслав считает, что власть Вучича должна быть под контролем. A Vučić sad ima svu vlast u svojim rukama. Он, вся власть сейчас в руках Вучича. I to nije dobro. И это не хорошо. Međutim, ja sam protivnik Vučićev, Я противник Вучича. ali sam mnogo veći protivnik prozapadnim partijama. Еще больше противника западных течений. Jedino mi radikali nećemo nikakvu saradnju sa prozapadnim partijama. Только мы радикалы никак не сотрудничаем. A Dveri s njima maksimalno sarađuju. А двери
Mi smo spremni na koaliciju sa Vučićem Мы готовы на коалиции с Vučićem. ako se odrekne Evropske unije i usmeri u pravcu integracije sa Rusijom. Отказаться от Европейского Союза и направиться на с Россией. Да, и он вот сейчас действующий президент и премьер, они бывшие члены сербской радикальной Да. партии. Почему они решили уйти и пошли во власть как члены другого политического движения? Как так получилось? 2002. i 2003. godine Srpska radikalna stranka je počela naglo da jača. В 2002-2003 годах Сербская радикальная партия очень стала усиливаться. Narod je bio nezadovoljan prozapadnom garniturom koja je 5. oktobra došla na vlast. Народ не был доволен властью, которая пришла к власти, когда Mafijaškim pučem 5. oktobra 2000. мафиозный переворот 5 октября. To je razlog zašto su mene optužili Это i, причина, почему i organizovali mi proces u Hagu. организовали. Oni su znali i ranije da ja nisam umešan ni u kakve zločine. Они заранее знали, что он не замешан в каких-то... Pa za sve vreme rata ja kad bi saznao za neki zločin, ja sam javno napadao ovde u Srbiji odgovorne za njega. Если бы он сделал какие-то преступления во время войны, то он бы отвечал здесь все. I Arkana za njegove zločine, i pukovnika Bearu za Srebrenicu i tako dalje. Međutim, u mom odsustvu oni su htjeli da unište Srpsku radikalnu stranku ili da je preotmu. За время его отсутствия хотели уничтожить Сербскую радикальную партию или ее отнять на свою сторону. I u tom smislu oni su igrali na kartu i Nikolića i Vučića. Поэтому они играли Vučićem i Nikolićem. Nikolića su kupili novcem. Nikolića kupili. On se razboleo od najgore bolesti, od pohlepe. Он заболел болезнью алчности. I zato je do kraja i kompromitovan kao predsjednik Republike. Поэтому он скомпрометирован как президент страны до конца. A Vučića rukovodi volja za moć. А Vučićem руководит жажда власти. Volja za moć, ljubav prema vlasti. Да, так и с ним. Da, malo je drugačije to, ali dobro. Не, жажда власти это вот так вот у нас. Dobro, ovo je Ničeovska volja za moć. Nije to žudnja za vlast. To je... Да. Значит, воля к власти. I Vučić je mislio, Vučić думал, ako im malo popusti если немножко им позволит, da dođe na vlast, чтобы прийти к власти, da će on moći relativno samostalno da deluje. тогда он сможет самостоятельно руководить. E tu se prevario. И здесь обманулся. I sad Zapad njemu radi o glavi. И сейчас Запад руководит через него. A ja nikad neću dozvoliti da naša partija Я никогда не позволю, чтобы наша партия bude instrument u zapadnim rukama za rušenje Vučića. была инструментом в наших руках для того, чтобы сбросить Vučića. Ako bi mi mogli da srušimo Vučića, Если мы, pa da mi dođemo na vlast, to je u redu. если бы мы могли сбросить Vučića и прийти к власти, было бы... Ali bojim se ako ga sad rušimo na ulici, da nećemo mi doći na vlast, nego prozapadne partije. Я боюсь, что если сейчас его скинут, то не западная партия. To je razlog mog umerenog odnosa prema Vučiću. Это причина моего умеренного отношения к Vučiću. Ja ne prestajem da ga kritikujem, Я не перестаю его критиковать. ali nisam veoma oštar u tim kritikama. Но не очень остро критикую. Mnogo sam oštriji prema ovim prozapadnim opozicionarima. Много острее в отношении прозападной позиции. Nema između mene i Vučića tajnih dogovora. Между нами нет тайного договора с Vučićem. Ja se orijentišem onako kako iskreno mislim da je interes srpskog naroda. Я ориентируюсь на интересы сербского народа. И последний вопрос. Я, когда приехал сейчас в Белград, у меня есть друзья сербы, и я их спрашивал про предстоящие выборы и спрашивал про вас. Мне сказали, что
вам очень трудно, потому что на телевизионных дебатах с вами никто не хочет. Da. Потому что ваши аргументы, нету контраргументов. Из-за этого есть сложности с набором голосов? Uvek u posljednjih 27 godina ja sam sve pobjeđivao u televizijskim duelima. Последних 27 лет всегда побеждал в телевизионных. Sve. Nikad nijednom nisam bio poražen. I niko ne sme sa mnom. И никто не может со мной. Ne sme ni Vučić, ni Vuk Jeremić, ni Saša Janković. Да. И из-за этого сложно набрать больше голосов, потому что они не хотят с вами на дебатах участвовать. Jer je to komplikovano za dobivanje. Jeste, ali ako bih ušao u drugi krug, Если бы я вошел в другой круг, ja mislim da bi Vučić morao da prihvati duel sa mnom. я думаю, Vučić должен был бы принять эти состязания. Nijedan predsjednik do sad u drugom krugu nije izbjegavao taj duel. Ни один президент не избежал этих дебатов во втором круге. Zbog toga mislim. Поэтому, так, Ali, da vidimo da li sam u stanju da uđem u drugi krug. да, посмотрим в состоянии, может ли перейти в другой круг. Спасибо вам большое за то, что уделили нам сегодня время. Я знаю, у вас сейчас очень напряженный день. Спасибо большое.